Хайрликен и Сямисес. Здравствуйте, дорогие друзья! Мне особенно приятно приветствовать вас. Мы сегодня находимся в Туган-Авелен, в мельнице Тигермен. И здесь уникальные костюмы. На самом деле, история любого народа – это история костюма. Хотелось бы сегодня немножечко познакомить вас с особенностями костюма, с их развитием и его историей. Конечно, когда мы говорим о Казани, мы говорим о нашей великой реке, о нашей Волге, о нашей Итиль. Испокон веков на этой реке жили разные народы. Это были и финно-угры, и славяне, и тюрки. И все эти костюмы, которые тоже есть у этих народов, они немного похожи друг на друга, но и очень сильно отличаются. Если мы говорим с вами о нашей истории, конечно, мы говорим о Волжской Булгарии, о тех великих булгарах, которые когда-то жили на этой территории. И я хочу сейчас пригласить сюда нашу красавицу с Волжской Булгарии. Посмотрите, пожалуйста, какой интересный костюм. Самое главное, я хочу сразу сказать, что все костюмы у нас стилизованные. Вы видите, что костюм достаточно яркий, широкий, красивый, уникальный головной убор. Вы видите, что это головной убор, он такой невысокий, с монетками. И очень интересная деталь – это вот этот вот накосник. Накосник, он служил самым главным, он, конечно, прикрывал волосы, косу, но не только это. Дело все в том, что можно было узнать и социальный статус владелицы этого головного убора, потому что если монеты были дорогими, значит, девушка была из богатого рода. Даже если она была не из богатого рода, то все равно монетки крепили. А знаете почему? Как вы думаете, почему крепили монетки? С пожеланием счастья? Может быть и так, но на самом деле секрет таится совершенно в другом. Это язычество. А в язычестве считалось, что если, когда вы будете двигаться, будет происходить вот такой звук от этих монет, значит, мы отпугиваем с вами злых духов. А на сегодняшний день, если мы с вами будем интересоваться историей народов Поволжья, ну давайте вспомним бурановские бабушки, да, костюм. Сходство есть. Удмурский, марийский, мордовский, чувашский, башкирский. У некоторых этнических групп татар до сих пор остался накосник и невысокая шапочка. То есть это еще раз говорит о том, что великая река Итиль породнила разные народы. И все здесь, кто проживает, мы все родня, мы все очень близкие друг к другу. И этот головной убор, и этот костюм, он еще раз доказывает, что история, она настолько быстро и развивается и приходит именно в нашу современную жизнь. То есть и сегодня эти костюмы достаточно актуальны. А сейчас, буквально через какие-то несколько минут, пройдет столетие и превратится в царицу Ханбике, в жену хана. И мы с вами расскажем историю о Казанском ханстве. Здравствуйте, уважаемая Ханбике! И вот посмотрите, наша Гузель Ханбике, казанская царица, девушка, красавица из 15-16 века. Вот так у нас можно перевоплотиться и превратиться в жителя Казанского ханства. А посмотрите, пожалуйста, какой красивый костюм на нашей царице. И очень интересное украшение, о котором я очень хочу вам рассказать, это, конечно, хасите, перевесь. Видите, как она красиво лежит. И в действительности такое украшение, оно очень самобытно у казанских татар. И оно существовало, начиная со Средневековья и даже вплоть до начала 20-го столетия. И самое интересное, что сюда крепились подарки хана. В данном случае подарки мужа. Но я хочу сразу вам сказать, что это была только деталь, часть костюма. Ни в коем случае она не показывалась только по социальному статусу. Даже если девушка была не из богатой семьи, из бедной семьи, то это были просто ракушки. Это могли быть простые монетки или какие-то красивые пуговицы, ленты или вышивка. Конечно, сюда также крепилась куранница, потому что в основном большая часть татар, они все-таки по происхождению, по религии мусульмане, и поэтому носили с собой Коран. Так, кстати, было и до начала 20-го столетия. Даже моя прабабушка, у нее тоже была своя коранница. Она жила в Старо-Татарской Слободе. И маленькая коранница, полусеребряная, полупозолоченная, в которой хранился маленький Коран, который передавался по женской линии. Это все еще идет с той истории наших древних булгар, с истории Казанского ханства.
Удивительный и уникальный головной убор. Посмотрите, пожалуйста, на Гузель, посмотрите на нашу красавицу. Головной убор конусообразный, и он мог быть намного выше, более заостренным, с меховой опушкой, с нависочными украшениями и, конечно, мог быть и накосник. И он показывал статус и богатство. Простая девушка не могла себе позволить одеть такой подобный головной убор, но сразу видно, что здесь сидит царица. Конечно, это и нагрудные украшения, это и изю, да, это украшение, о котором я вам тоже еще обязательно расскажу. И у нас наша царица скоро опять будет перевоплощаться, вы увидите, как она переместится совершенно в другое столетие. Но я хочу вам сказать, что наши красавицы могли надевать на себя до 25 килограммов украшения. И это было и хасите, и перевязь, и накосники, и подкосники, и нависочные, и налобные украшения. Это были и браслеты, и кольца. То есть казанская красавица в любые времена всегда старалась показать свой статус, свою красоту. И как говорят раньше, да и сейчас, что женщина, жена – это, конечно, лицо супруга. И если это ханбике, то тогда она выглядит именно так. Посмотрите, как это все красиво. Волосы прикрыты, нежно, красиво, достойно. Так именно у нас в нашем Казанском ханстве ходили вот такие вот красавицы ханбикелер. Здравствуйте, Гузель! А теперь посмотрите, пожалуйста, в какой интересный век, как вы считаете, переместилась наша Гузель. Это уже просто у нас не просто стилизация костюма, а это ожившая легенда. Наверняка каждый из вас знает такой город, как Беляр. В действительности, какое-то время, далекие-далекие времена, Беляр был столицей Волжской Булгарии. И ожила наша легенда. Волжские булгарки, они были не только нежными красавицами, но и великими воительницами. И вот по легенде 40 девушек-амазонок великолепно владели оружием и защищали границы Волжской Булгарии. Они не только были нежными хозяйками, хорошими матерями, но верными дочерями своей родины, защищая ценой своей жизни границы Волжской Булгарии. Посмотрите, как вам это идет. В действительности, как это красиво. Ну что, а теперь вы видите, что наша Гузель, наша красавица, теперь уже превратилась в жительницу 19 столетия. Красавица, казанская татарочка. Да, и у нее на ней костюм именно стилизации казанских татар. Посмотрите, какое красивое изю. Да, вот вы видите. Я обещала, что расскажу вам немножечко о нем. В действительности это украшение вот такой формы, но размер мог быть гораздо и больше. Все это зависело, Гузель, от того, как много подарков сюда можно было крепить. А вы знаете, что когда у меня возник вопрос, на свадьбу как одевались? Вот вам интересно, как одевались на свадьбу? Конечно. Мне тоже стало так интересно. Никаких свадебных костюмов ни у одного народа по Волжье специального не было. То есть, если бы, например, мы с вами выходили замуж в 19 столетии и были бы из богатого рода, то мы пошили бы просто более богатое платье, а вот на такое изю оно могло быть и больше, но форма именно такая, мы крепили бы максимальное количество украшений. Конечно, как я говорила, это были бы и налобные, и нависочные, и это были бы браслеты, и якачелбаре, да, это наша замечательная брошь, которая тоже крепилась и была очень популярна в 19 столетии. Все это, конечно, одевалось. Но самое интересное, что я хочу вам рассказать, это, конечно, особенность головного убора. Головные уборы – это чудо, которое в действительности развивалось из поколения в поколение, из столетия в столетие. И если вы помните, наша Гузель была ханбике, и был конусообразный головной убор. И вот во что же он превратился в 19 столетии? А превратился он в колфак. Посмотрите и на мой костюм. У меня тоже стилизация городских казанских татар. И колфак, видите, Гузель, вот эта часть, она могла достигать 80 сантиметров и полностью покрывать косы. Можно было колфак, если женщина замужняя, надевать на платок и сверху него надевать шаль.
А если девушка была еще не замужем, то в принципе можно было просто заплести 2 косы, прикрепить на них чулпы, которые тоже есть и у нашей Гузель. Видите, какие красивые чулпы, то есть в действительности можно было и звенеть, когда девушка шла, да, точно так же, как и Ханбике, которая гуляла по Казанскому Кремлю, точно так же, как булгарка, которая гуляла по Великому Булгару. И головные уборы, вот подобные, то есть одевали как незамужние, так и замужние женщины, но это именно городские жители. Деревенские жители одевали, конечно, платки, иначе совершенно одевались. Но наверняка, Гузель, вы знаете, что есть крымские, сибирские, астраханские, касимовские, мишары-пензенские, нижегородские, кряшин, нагайбаки, типтери и казанские татары. И вот у всех этих этнических групп татар очень сильно отличается костюм. И в действительности вот это изюм в основном именно у казанских татар, а у других этнических групп по пояс все в монетах. Точно так же, как у наших сестер и братьев финно-угров, которые тоже здесь когда-то жили, да, и живут до сих пор на этой территории, и мы вместе с ними дружим, вместе с ними составляем один большой народ Поволжья. Дорогие гости Казани, приходите к нам в гости. Вы никак не пожалеете. Оденетесь в костюме и познакомитесь с нашей национальной особенностями нашего быта. Килигис, рахимитигис.